Благотворительный фонд «Харысхал» и общественная организация «Движение без барьера» во второй раз провели слет для подростков и молодежи с инвалидностью в Якутии. Мероприятие проходило 18 и 19 сентября 2020 года в заочной и очной форме. В этот раз участие приняли 22 человека из Мегино-Кангаласского, Нюрбинского, Татинского, Усть-Алданского районов, поселка городского типа Жатай и города Якутска. В прошлом году, в декабре 2019 года, у нас впервые прошел республиканский слет молодежи с инвалидностью «Включайся». И мы хотели сделать это традицией и решили провести еще и летний слет, чтобы ребята с республики собирались и летом, и зимой. Слет проводится с целью социализации молодых людей с инвалидностью и для мотивации их для активной жизненной позиции. В первый день слета все мероприятия прошли в формате онлайн на площадке Zoom. Участникам провели психологический тренинг «Квадратный апельсин», мастер-класс нетрадиционной техники рисования от студии «Крафт», мастер-класс по риторике от логопеда Юлии Решетниковой и семинар-тренинг «Начни с себя» от специалистов фонда «Харысхал». Во второй день был организован выезд в эколого-этнографический комплекс Чучур-Муран с учетом всех мер предосторожности. Здесь участников ожидали различные активности, подвижные игры, соревнования по дартсу, лотерея с множеством призов от магазина нескучных вещей «Мистер Бин», подарки для девочек от магазина «Ресничка» и набор витаминов из японской аптеки. Вчера мы ходили на мастер-классы, учились рисовать разными нетрадиционными техниками, и сегодня мы приехали на природу отдохнуть, поиграть, быть вместе. И сейчас вот мы наконец все вместе собрались, и я был очень рад всех видеть. И вот то, что вот с ними очень легкое общение, вот, несмотря на то, что вот мы совсем разные люди, и не чувствую то, что мы с ними очень близки. Мы занимались с психологом, арт-терапией занимались, еще по риторике занимались. И моей будущей профессии это очень помогло. Даже с помощью вчерашних мероприятий по Zoom мне удалось выполнить СРСки. Вчера мы зашли и все знакомились, рассказывали о себе, о своих увлечениях. Следующим этапом мы рисовали деревья с помощью листьев. Было прикольно, у меня там они есть. Помогает детям и подросткам, то есть разговаривать, знакомиться, потому что все дети и подростки такие только в интернете, а в обществе такие более тихие и такие замкнутые, неразговорчивые. И вот это сейчас это мероприятие второй день помогает, то есть познакомиться вживую, познакомиться и открыться и узнать общие интересы. Организаторы и участники с нетерпением ждут следующего республиканского слета молодежи с инвалидностью «Включайся», который состоится уже в декабре 2020 года.